юношей и девушек. Ну что ж, Аглан, скажи, какими, по твоему мнению, должны быть мисс и мистер университет? Ну, я думаю, со мной все согласятся. Должны быть они, конечно, стильными, добрыми, красивыми и, самое главное, я думаю, должны быть умными. Да, по-моему, сейчас самое время проверить эрудицию нашей участницы. Так что давайте уже начнем наш интеллектуальный конкурс! Встречаем участника! Итак, первая семерка девушки. Друзья, встретим и поддержим аплодисментами! Слушай, я думаю, это самый сложный этап. Начнем, пожалуй. Итак, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Криктован Манчин. Какой факультет вы представляете сегодня? Студентка второго курса химического факультета. Давайте поддержим, приветствуем. Она начинает наш финальный конкурс. Итак, вопрос такой. Что вы делаете для сохранения природы? Есть какие-то определенные факты? Спасибо за вопрос. Для сохранения природы я как будущий эколог буду проводить экологические мероприятия и акции. А также буду... Да, я думаю, этого достаточно, да? Экологические проекты и акции, это здорово. Аплодисменты нашей первой участнице. Мы движемся дальше. Поехали. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, меня зовут Чеваевская Анастасия. Первый курс магистратуры юридический факультет. Юридический факультет. Ну что же, вопрос для вас. Ваш любимый литературный персонаж и почему? Мой любимый персонаж, скорее всего, если брать из детства, то это, скорее всего, Золушка, потому что за ее труды она в будущем получила вознаграждение. Спасибо большое. Давайте поддержим. Спасибо за ответ. Итак, двигаемся очень быстро, продолжаем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Ишиневаева Сарана. Я студентка третьего курса Восточный институт, отлично, Сарана. Вопрос очень интересный. Что бы вы делали, если бы на один день вы стали противоположным полом? Давайте, что бы вы делали? Ваши ощущения, что вы вообще делали, да? Вопрос очень интересный, поехали. Вообще всем известно, что мужчина должен построить дом, родителей сына и посадить дерево. Скорее всего, что-то из них. Да, отлично, отлично. Я думаю, это оптимальное и правильное решение построить дом, родить сына и посадить дерево, да? Молодец. Продолжаем дальше. Мы переходим. Следующий участник, пожалуйста, представьтесь. Всем добрый вечер. Меня зовут Лещева Юля. Я студентка первого курса медицинского института. Отлично, медицинский. Ну и вопрос для вас, пожалуйста. Назовите язык, являющийся родным для наибольшего количества людей. Какой это язык? Да, это очень хороший вопрос. Спасибо. Несмотря на то, что в нашей стране проживает большое количество людей, демографическая политика у нас на высоте, но я думаю, это китайский язык все-таки. Китайский язык. Отлично, спасибо большое, аплодисменты! Да, это правильный ответ во всем мире. Китайский язык считается, самым массовым. Здорово. Продолжаем дальше. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Брянская Дарья. Я студентка первого курса юридического факультета. Отлично, Дарья, очень приятно. И вопрос такой. Все мы знаем, что каждый из вас пришел на наш конкурс за победу. Да? Вопрос такой, Дарья, к вам. Почему именно вы должны стать мисс университет 2019 года? Поехали! Ну, во-первых, все достойны, все очень красивые, талантливые люди здесь собрались на этой сцене. Но именно я достойна, потому что я
я люблю добиваться своих целей. Я люблю ставить задачи и выполнять их. Аплодисменты! Хороший ответ, целеустремленная Дарья. Здорово, продолжаем дальше. Давайте. Знакомимся, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер всем. Меня зовут Вовникова Лидия. Я студент второго курса колледжа. Колледжа. Колледж есть у нас в зале. И вопрос для вас. Быть или не быть? И почему? Пожалуйста. Конечно же, быть. Живем же один раз. Живем же один раз, действительно. Аплодисменты нашей участнице под номером 3. Ну что ж, и завершающая участница первой семерки. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артем Салма. И что вы представляете, какой институт, факультет? Я магистрант первого курса, педагогический институт. Педагогический институт. Здорово. Ну что ж, все мы знаем, друзья, что люди делятся на два типа. Те, которые думают, и те, которые делают. Заима, к какому типу вы относитесь? Спрашивают вас организаторы. Поехали. Спасибо за вопрос. Я отношусь к тем людям, которые делают, потому что не нужно тратить время на раздумья, нужно идти вперед и действовать. Отлично, это аплодисменты за Ильме. Ну что ж, это все первая семерка, друзья. Давайте еще раз их поддержим аплодисментами. И мы уже просим вас отправиться за кулисы и готовиться к следующему конкурсу. А мы ждем на нашей сцене юношей. Ух ты, как быстро вышли. И посмотрите, как они стоят. Истинные джентльмены, просто супер. Ну что ж, друзья, начинаем интеллектуальный конкурс. Ребята волнуются. Давайте еще раз их поддержим аплодисментами. Это самый, считаю, сложный конкурсный этап. Итак, начнем. Пожалуй, участник под номером 1. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Батуев Владимир, третий курс физико-технического факультета. Владимир, очень приятно. Ну что ж, я думаю, вопрос банальный, да, вопрос банальный, и я уверен, что у каждого есть на этот ответ, и давайте услышим ваше мнение, Владимир. С какой целью и вообще зачем вы здесь, зачем вы на этом конкурсе? Я пришел на этот конкурс победить. Победить себя, победить свои страхи и перешагнуть через себя. И успех. Да, конечно, и самое главное добиться успеха. Аплодисменты Владимиру, друзья, громкие! Ну что ж, а мы продолжаем. Пожалуйста, представьтесь, с какого вы факультета? Добрый вечер, меня зовут Александр Гребенников, я с исторического факультета, третий курс. Ну что же, наверное, после этого конкурса наши участники станут немножко популярнее, знаменитее, потому что сейчас вопрос для вас. Вы хотите стать знаменитым? И если да, то почему? Пожалуйста, Александр. Я хочу стать знаменитым, потому что я хочу изменить нашу страну, победить коррупцию, и для этого нужна известность. Да, чувствуется, Александр у нас является политологом будущим, да, и чувствуется настрой. Аплодисменты, друзья, Александру! Победить коррупцию, это нравится. Здорово, ну что ж, продолжаем дальше. Итак, участник под номером 2. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Фумай Николай, я студент третьего курса химического факультета. Химический факультет! Ну что ж, для вас вопрос тоже не из простых, я думаю. Звучит так. Что для вас самое главное? Семья или же карьера? Ну и, собственно, почему? Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Конечно, для меня важна эта семья, потому что это твои близкие, твои родные. Они должны поддерживать тебя во всем и всегда, везде. И, конечно, карьера тоже важна, но потом придет, конечно.
Я думаю, с такой хорошей семьей можно и добиться успехов в карьере, да? Аплодисменты нашему участнику. Молодец. Ну что ж, а у нас следующий участник и вопрос для вас. Если бы вы были девушкой, то кого бы вы считали самым главным конкурентом? И почему? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Маша Сергей, студент второго курса физико-химического факультета. Спасибо за вопрос. Если бы я была девушкой, то главной конкуренткой я считал бы свою партнершу, потому что я вижу все эти старания, которые она делает для этого конкурса, и я знаю, что она победит, и именно ее бы я считал своей конкуренткой. Достойный ответ, спасибо. Мурашки по коже висят. Ответ просто шикарный. Молодец. Ну что ж, продолжаем дальше. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Капустин Константин, я являюсь студентом второго курса Института экономики и управления. Аплодисменты, поддержим конкурсанта. Да, все мы знаем, что наша жизнь настолько яркая, и каждый день какие-то новые эмоции, новые моменты. И вопрос такой к тебе. Расскажи свой самый-самый запоминающийся момент из жизни всему залу. И, конечно же, нашему жюри. Ну и мне. Давай. Самый незабываемый момент у меня произошел совсем недавно, в октябре этого года. Мы летали с студенческими педагогическими отрядами на форум вожатых, который проходил в ВДЦ «Орленок». Это было самое незабываемое ощущение, которое я провел там неделю. Это прям самое лучшее, что у меня было. Здорово, аплодисменты громкие, чувствуется поддержка отрядов. Продолжаем дальше. Ну что ж, знакомимся, участник под номером 5. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Буянов Алексей, я студент первого курса колледжа. Колледж, спасибо. Ну и вопрос для вас. Кто ваш кумир? Сейчас вспоминайте, подумайте хорошенько. Ну и почему? Пожалуйста. Мой кумир Уилл Смит. Уилл Смит. Есть из зала, кто любит Уилла Смита и для кого является он кумиром? Здорово. Потому что Уилл Смит, он добился огромных высот, даже не имея образования актера. Я им восхищаюсь, что он добился своего потолка, и он молодец. Спасибо большое. Давайте аплодисменты, да, за ответ. Если бы здесь был Уилл Смит, он точно был рад твоим ответом, потому что ты его похвалил, да, он молодец, Уилл Смит здорово. Ну что ж, завершающий участник нашей первой семерки юношей. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Бадмаев Тимур, я студент социально-психологического факультета второго курса. Да, вот СПФ. Ребята, покажите всему залу свои луковки светящиеся. Поверните их всему залу. Это очень классная поддержка. Молодцы. Ну что ж, как зовут еще раз? Тимур. Тимур. Здорово. Итак, Тимур, для тебя вопрос такой более-менее философский, да, я так скажу. Что такое судьба, Тимур? И веришь ли ты в нее вообще, в судьбу веришь? Ну, вообще, да. Я не знаю точного ответа, что такое судьба, но я благодарен судьбе, что я стою на этой сцене перед всеми вами. Громкие аплодисменты Тимуру! Молодец, просто шикарный ответ. Ну что ж, первая семерка наших конкурсантов ответили успешно. Давайте им подарим громкие аплодисменты, друзья! Ну и, конечно же, будем встречать вторую семерку девушек. Громче, аплодисменты! Какие шикарные девушки! Давайте, юноши, еще раз громче поаплодируем!
девушки, уже вашу эрудицию и, пожалуй, начнем. Первая участница второй семерки. Как вас зовут? Батлаева Елена. Елена, вы с какого факультета института? Я студентка 3-го курса химического факультета. Аплодисменты поддержим, конечно, поддержим. Ну что ж, вопрос такой, да, я думаю, тоже не из простых. Нужно подумать хорошенько. Все мы мечтали в детстве, ну и вообще мечтаем, да, по жизни стать супергероями. Ты мечтаешь? Да. И, допустим, давай представим, ты стала супергероем, да? И какую бы суперспособность ты бы хотела себе выбрать? И как бы ты ее использовала? Давайте попробуем так. Спасибо за вопрос. Суперспособность — это... когда они будут здоровыми люди. Аплодисменты громкие. Да, это, я думаю, хороший выбор суперспособности нам в один щелчок, в одно мгновение вылечить всех людей на этой планете и сделать так, чтобы они вообще не болели. Да? Аплодисменты нашей участнице. Молодец. Ну что ж, давайте знакомиться. Это у нас участница под номером 8. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Рученко Наталья. Я студентка 1-го курса химического факультета. Да, отлично. Ну и теперь вопрос для вас. Какое свое качество вы бы хотели видеть у каждого человека? Наверняка есть такое качество. Какое? Мне кажется, что это чтобы никогда не унывать и не сдаваться. Никогда не унывать и не сдаваться. Давайте ей подарим аплодисменты. Она никогда не унывает и не сдается. Ну что ж, спасибо. Мы переходим к следующей участнице. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Газнюк Диана, 1-й курс колледжа. Аплодисменты Диане. И, Диана, вопрос такой. Кому или чему вы благодарны за все, что у вас сейчас есть? За все я благодарна, конечно же, своим родителям, которые меня воспитали, которые дали мне достойное образование, которые подарили мне такую возможность учиться в этом замечательном университете и стоять на этой сцене. Громкие аплодисменты! Диане просто умница! Если вы так все говорили, да, конечно, это очень здорово. Продолжаем дальше. Да, спасибо, едем. И это у нас участница под номером 9. Давайте узнаем, как же ее зовут. Добрый вечер, меня зовут Сибекшапова Александра, я студентка 2-го курса экономического факультета. Отлично. Ну и теперь вопрос звучит так. Какая у вас цель в жизни? И что вы для этого делаете? Какая цель и что для этого делаете? Пожалуйста. Моей основной целью является реализовать себя в жизни. Для этого я пытаюсь саморазвиваться различными способами. Этот конкурс является одним из примеров моего саморазвития. Я безумно благодарна такой возможности. Я чувствую, как развиваюсь и становлюсь лучше. Молодец! Молодец, аплодисменты громкие, да, друзья, безусловно. Мисс и мистер университет это является такой вот трансформацией людей. Люди просто меняются после этого конкурса. Я уверен, каждый из вас и каждый участник просто изменит взгляд на жизнь. Да. Ну что ж, продолжаем дальше. Как вас зовут? Здравствуйте. Всем добрый вечер. Меня зовут Санжива Саран. Я студентка 2-го курса Восточного института. Как мило, здорово. И вопрос, сразу к вопросу. Если бы вы, Саран, верно, да, жили бы вечно, чем бы вы, вот, интересно всем, занимались бы? Спасибо большое за такой интересный вопрос. Если бы я жила вечно, возможно, я бы все накопленные знания мной, весь накопленный опыт направила бы в нужное русло и делала этот мир лучше каждый день.
участница под номером 10. Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Себенова Алина, я студентка первого курса магистратуры педагогического института. Ну что же, давайте услышим вопрос. Верите в Деда Мороза? Да, пытаюсь верить. Сохранить детство. Чтобы сохранить детство, я верю в Дед Мороз. Хорошо. Ну тогда, что бы вы написали в письме Деду Морозу в этом возрасте? Я бы написала, что хочу готовые водительские права и Toyota FX35. Алина, зачем рассказала? Ладно, молодец, молодец. Хорошие желания. Я уверен, в Новый год это точно сбудется. Здесь столько Деда Мороза сидят, потенциально, поэтому, Алина, я уверен, все сбудется и сбудется. Ребят, вы так поддержите, лучше подарите ей водительское удостоверение и машину. Молодцы, ребята. Что ж, продолжаем дальше. И еще одна конкурсантка, завершающая из наших девушек. Давайте ее поддержим, друзья, перед тем, как мы с ней познакомимся. Итак, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сележакова Виктория, я студентка первого курса Института филологии, иностранных языков и массовой коммуникации. Отлично. Очень приятно. И сразу к вопросу. Хорошо? Представьте, что вас сейчас слышит каждый человек на этой планете, на этой Земле. И что бы вы им сказали? Спасибо за вопрос. Я бы сказала всем людям, чтобы они улыбались в любой, даже не самой приятной ситуации. Улыбайтесь и идите вперед. Аплодисменты, давайте все дружненько улыбнемся и громко-громко поаплодируем нашим девчонкам! Ну что, девушки, спасибо вам огромное. Достойные ответы прозвучали в этом зале. Давайте прямо сейчас девушек проводим под ваши громкие аплодисменты. Вот и вторая семерка юношей. Громче аплодисменты. Ну что, здравствуйте. Давайте будем сейчас знакомиться, и уже мы готовы услышать ваши ответы. Пожалуйста, участник под номером 14. И как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Михалев Артем, третий курс социально-психологический факультет. Социально-психологический факультет. Ну что, Артем, представьте, у вас есть перчатка Таноса и один щелчок. Что бы вы изменили в этом мире и почему? Перчатка Таноса, один щелчок, изменяем. Спасибо за вопрос. На мой взгляд, я бы убрал из этого мира жестокость и неравенство. К сожалению, чем он полон этот мир. Чтоб наш мир жил счастливо, добро и все любили друг друга. Спасибо большое за ответ. Вот такого вот Таноса на Мстителях было бы здорово. Ну что ж, отлично, хороший ответ. Продолжаем дальше. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Селипов Ричин, я студент исторического факультета, первый курс. Ричин, очень приятно. И сразу к вопросу. Ричин, как ты думаешь, как вы думаете, может ли любовь существовать без эмоций и чувств? Нет, потому что это любовь, это и есть эмоции и чувства. Если убрать одну из них, то все развалится. Да, все развалится.
Спасибо за ответ. Продолжаем дальше. Ну что же, участник под номером 13. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ахсан Турдем, студент 4-го курса Института экономики и управления. Ну что же, РДМ, для вас вопрос звучит следующим образом. Чем вы отличаетесь от других участников конкурса «Мисс и Мистер Университет»? Чем отличаетесь? Я, во-первых, студент 4-го курса. Оригинально. Еще чем? РДМ. Отличает то, что я более активный и я отличался на репетиции на всех И ты молодец. Давайте поаплодируем. Молодец, отличался от всех девушек. Здорово. Был самым активным. Спасибо Ты самый большое. скромный, да? Итак, продолжаем дальше. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Хефтек Санча, 2-й курс магистратуры, исторический факультет. Поддержка чувствуется, здорово. Итак, Санча, вопрос не из легких. Что вы будете делать, если весь мир пойдет против вас, Санча? Если весь мир пойдет против меня, то сзади меня будет стоять моя девушка и подарит мне патрон. Молодец, Санча, аплодисменты громкие. Оригинальные ответы. Все, звучат здорово. Продолжаем дальше. Да, наш следующий участник под номером 12. И это... Меня зовут Александр, я студент 1-го курса физико-технического факультета. Отлично. Ну что, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, все лучшее в жизни бесплатно? Конечно, я считаю, любовь относится к этому. Любовь можно заслужить любимым действием, если стараться и делать все, ухаживать, можно и заслужить любовь. Уважение, все лучшие качества в мире, они все бесплатно. Главное, нужно вести себя правильно, соответственно. Отлично. Значит, есть, да, бесплатно. Это вот любовь, уважение. Спасибо большое. Ну а мы знакомимся со следующим участником. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут майор Владислав. Я студент 3-го курса факультета биологии и географии землепользования. Очень приятно. Итак, Александр, да? Владислав, прошу прощения. Владислав, вопрос такой. Какие 3 качества отличают вас от других участников? 3 качества. 3 секунды. 1, 2, 3. Спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, единственный участник, у которого 2 имени. По совместительству Алтар. Второе качество – я кадет. И 3-е качество – я единственный представитель своего факультета. Так, вы Владимир Алдар, Владислав Алдар. Вы лучше Алдар, хорошо называйте. Алдар, ты кадет, и ты представляешь какой факультет? Факультет биологии, географии, землепользования. Да, аплодисменты Алдару, друзья! Алдару аплодисменты! Ну что ж, и давайте завершающий участник нашего конкурса интеллектуального. Давайте, будем знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даржиев Амгалан, студент юридического факультета, 3-й курс. Юридический факультет. Ну что же, вопрос. В чем разница справедливости от равенства? В чем разница справедливости от равенства? Пожалуйста, ваш ответ. Ну, для меня это совершенно разные понятия. Объясню на примере. Если одну порцию поделить на 2, то равенство будет это, если ровная половина порции достанется одному, а вторая другому, то справедливость будет, если
Если один человек будет с более большим аппетитом, то ему достанется более большая порция, а с меньше. Отличный ответ! Все, да, друзья, ну что ж, на этом наш индивидуальный конкурс подходит к концу, и мы отправляем наших участников за кулисы и готовиться к следующему конкурсному выходу под ваши громкие аплодисменты! Ну что ж,